Театр – это праздник, который должен продолжаться всегда. Владикавказ, следуя этому, на неделю погрузился и пропитался атмосферой вечного праздника. Первый всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» продолжает удивлять зрителей не только лучшими спектаклями со всей страны, но и новыми знаниями в области театра. В третий день фестиваля началась образовательная программа в арт-кафе Дома Вахтангова. Первая интерактивная лекция посвящена становлению актерской системы Всеволода Мейерхольда. Что такое, когда говорит биомеханика, все говорят о тренированных телах, о том, как актеры Мейерхольда бегают, двигаются, что они делают на сцене. Когда актеры старого театра пишут, что актеры нового театра не привыкли к плоским поверхностям. Поверхность театра взрыта. Они бегают, они прыгают, они практически не сидят, они все время находятся в движении. Это движение и упругость действительно резинового мячика. Вот тот самый показ, Мейерхольд, видите, сидящий на стуле, показывает, как пугается Хлестаков. И актер его повторяет и не повторяет. Всеволод Мейерхольд вошел в историю русского театрального искусства как реформатор сценического искусства и основатель новой системы актерской игры – биомеханики. Тема лекции была выбрана не случайно. На самом деле это выбрала, я бы сказала, жизнь, поскольку юбилейный Мейерхольдовский год. И как-то, видимо, просто потому, что столько всяческих и разнообразных событий, что юбилей, который мог бы стать поводом просто для всенародного праздника, как-то прошел довольно глухо. Мне показалось, что очень важно, чтобы первый фестиваль вахтанговский, который проходит во Владикавказе, все-таки вспомнил, я бы сказала, соратника, человека, который находился рядом, а в чем-то все-таки Вахтангов его и учителем считал, Всеволода Мейерхольда. Ольга Егошина постаралась рассказать в своей лекции, как складывалась актерская система Всеволода Мейерхольда от начала его творческого пути до преподавания своим ученикам. При этом это не было плавно, а это, я бы сказала, шло длинными ветвистыми дорогами. Он ходил в одну сторону, возвращался, шел в другую, потом это все аккуратно подводил к какому-то общему знаменателю. Мне кажется, что как раз в начале 20-х годов уже со своими учениками, которых он обучал с самого начала, а очень часто режиссер становится театральным мастером, когда находит своих учеников. Для ученика важно найти учителя, а для учителя необыкновенно важно обрести своих учеников и последователей, то его система сложилась в некое законченное целое. Лекцию пришли послушать не только настоящие театралы или новички, но и актеры. Я как выпускница Щукинского училища это все знала. И сегодня я поймала себя на мысли, что все это я знала, но как-то забывается со временем. И то, что она рассказывала, я прям погрузилась в то время учебы. И вообще, как образовательной, очень полезно всем ходить, независимо от того, студенты или уже состоявшиеся актеры. Я бы прям порекомендовала. Если бы Евгений Вахтангов обладал чувством юмора, вряд ли бы его школа, даже не было активного учения, допустим, и вряд ли бы его школа была такой, какой мы ее знаем. Вторая интерактивная лекция была посвящена вахтанговскому юмору, который стал неотъемлемой частью истории театра и основой художественного фундамента – школы. Марина Райкина, автор лекции, постаралась донести до слушателей всю многогранность этого юмора. Юмор – это не просто смешно, а юмор – это философия. И владеть этой философией надо уметь. А Вахтанговский театр владеет этой философией, получая и смешное, и трагичное, и драматичное, и экстраординарное, проверяя актеров на профессионализм. Юмор является, как говорил Вахтангов, оценкой потенциала актера. Поэтому, мне кажется, это очень важно для любого театра. Марину Райкину вряд ли можно чем-то удивить. Она на протяжении долгих лет ездит по городам и странам, работая на летних фестивалях. Но даже она пребывает в восторге от фестиваля, который проходит в Владикавказе. Ведь программа очень разнообразная и соответствует духу Вахтангова, который сам любил экспериментировать и работать в разных театральных жанрах и системах. Владикавказу
очень идет именно летний театральный фестиваль. И то, чего здесь никогда не было, уличный театр в большом объеме, лучшие спектакли страны. Мне кажется, что здесь существует закон, отлично работает закон сообщающихся сосудов, когда на фестиваль работает на город, а город работает на фестиваль, и вместе они продвигают тему Владикавказ, культурная столица Северного Кавказа. Завершился третий день фестиваля спектаклем «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» Казанского академического русского драматического театра имени Качалова. На сцене Остинского театра в постановке одного из лучших и старейших театров России зритель увидел классику мировой драматургии в сочетании с великолепной режиссурой и сценографией. Главное кредо театра – дарить людям праздник посредством своих спектаклей. Именно поэтому художественный руководитель и режиссер выбрал для фестиваля эту постановку. Он многим отличается, вы увидите, он красивый, он светлый, он в таком хрустальном замке находится Фигаро. И я вообще режиссер, который не ставит никакие пакостные вещи. Я считаю, что человек – это прекрасно, жизнь – это прекрасно. Я люблю жизнь, я оптимист, я люблю своих учеников. Наш спектакль очень красивый, он такой весь красивый, стильный, такой прозрачный, он весь белоснежный, вот такой, вопреки тоже представлению, как правило, что это такое что-то цветное. Нет, вот у нас он такой вот графичный. Но от этого он не становится как бы не смешным, он смешной и забавный, но для нас это все серьезно должно быть. Тогда и возникает смех. Да, то есть, когда комедию играешь, ха-ха, было смешно, тогда оно не смешно. А когда для людей это серьезно, тогда это становится смешно. Люблю такие остроумные замечания, но нет, я нет. Мне нужно было дать распоряжение твоему дяде, моему вечно пьяному садовнику Антонию. Стучу, долго никто не отворяет, хожу. У твоей двоюродной сестры планшеты растерянный вид, долго говорите ваше. Да, мне это кажется подозрительно. Это важно всегда, в любое время, потому что зритель хочет чувствовать вот эти эмоции доброты, тепла, единения вместе с другими зрителями, любовь. Ну, спектакль «Наша любви». И вот очень важно такие спектакли зрителю увидеть и как можно больше. Но как же она неприступна! Сезон, разве в самом деле у меня такой неприступный вид? В спектакле «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» я играю графиню Розину. Это одна из моих любимых ролей, я ее очень сильно люблю. И даже так вот я везде рассказываю эту историю, что эта героиня у меня живет отдельной жизнью. Я в свое время в соцсетях придумала хэштег «Графиня Розина». Она фотографируется с разными предметами. И как-то вот так вот она зажила какой-то отдельной жизнью. И вот мои поклонники, наши зрители, они как бы очень любят и ждут с каждого спектакля какой-то мой репортажик. И здесь я тоже сниму небольшой репортаж для поклонников театра. Спектакль с большим успехом прошел на фестивалях и гастролях в Германии, Франции, а также в Москве, Санкт-Петербурге. Как признались сами актеры, во Владикавказ приехали любители этой постановки из Москвы и Казани. Потрясающая игра актеров, красивые декорации, живое исполнение – все для того, чтобы зритель почувствовал себя на несколько часов в празднике. Вот это вот живое ощущение вокала, живой музыки нашего оркестра прекрасного. То есть, мне кажется, это и зрителю понятно, что это все не где-то записано, не где-то звучит какая-то вот там партия записанная, а все вживую исполняется. Это очень дорого стоит. Вот, и нам, ну и мы, актеры, это вот ценим, то, что в коллективе это должно быть. Это вокал, живой вокал. Актер должен, это такое приспособление очень важное для актера.
«Нет праздника, нет спектакля», говорил Евгений Багратионович Вахтангов. А праздник нужно уметь создавать. И кажется, в завершении 3-го дня фестиваля у Казанского драматического театра с успехом это получилось. Публика была в восторге. Впереди еще 3 дня настоящего театрального праздника.